Далее мы вместе с коллегами расскажем о новостях экономики, чрезвычайных происшествиях и других событиях. И начнем с актуального курса валют. Доллар сегодня на отметке 80 рублей 15 копеек. Евро стоит 87 рублей 86 копеек. Покупает и продает американскую и европейскую валюту сегодня выгоднее всех Восточный банк. Доллар США покупает за 79 рублей и 10 копеек, а продает за 80 рублей и 23 копейки. Что касается обмена евро, покупает его Восточный банк за 84 рубля и 45 копеек, а продает за 85 рублей и 45 копеек. В эти минуты завершился брифинг главы Якутии. На прямой связи с нами находится наш корреспондент Ульяна Шагина. Она готова рассказать последние данные, озвученные Айсеном Николаевым. Уля, приветствую. Что известно к этому часу? Здравствуйте. В Якутии официально подтвержден один случай новой коронавирусной инфекции. Об этом сегодня также заявил на брифинге глава республики Айсен Николаев. Кроме того, 6 случаев с подозрением также выявлены. Все они сегодня же будут направлены в Новосибирск. Их результаты будут известны уже на следующей неделе. Давайте послушаем, что по этому поводу сказал глава республики. Сегодняшнее утро у нас есть подтверждение окончательное о наличии на территории республики Саха-Якутия больного коронавирусной инфекцией. Вот по генеральному директору ЯТЭКа анализ подтвердился. Вот. И сегодня у нас еще есть 6 человек, у которых анализы, взятые здесь на территории города Якутска, лаборатории Роспотребнадзора, они показали предварительный положительный результат. Все эти анализы сегодня утром направлены в Новосибирск для дальнейшей работы по подтверждению или не подтверждению анализа. Вот. И результаты их ждем мы уже на следующей неделе. Конечно же, понимая всю ответственность ситуации, мы уже с позавчерашнего дня ведем работы по изолированию лиц, имевших контакты с больным и предполагаемыми больными. Хочу сказать, что в WhatsApp, к сожалению, опять же, распространяют недостоверную информацию о том, что вот некоторые из лиц с пока еще не подтвержденными положительными результатами покинули территорию республики, находятся в районах и так далее. Это вранье. Все эти лица находятся уже в больнице на строгом карантинном режиме, и уже сегодня многие проходят курс лечения. Сейчас осталось порядка еще 60 работников ЯТЭКа из более чем 100, из тех, кто контактировал непосредственно с больным и предварительно с лицами, имевшими предварительно такой положительный результат по анализам. Вот эти 60, я думаю, что в течение сегодняшнего дня или сами обратятся в органы здравоохранения, ну или уже наши бригады медицинские смогут на них выйти, и они тоже будут помещены не в больницу, а в обсерватор, где уже в дальнейшем пройдет их тестирование и проведение анализов на наличие и неналичие предварительно коронавирусной инфекции. Еще раз обращаюсь к тем работникам ЯТЭКа, которые сегодня еще пока не вышли на связь, с просьбой в ближайшее время это сделать, так как это нужно в первую очередь вам, и вашим родным и близким. Потому что ситуация, еще раз говорю, она вызывает очень серьезные у нас опасения по возможности заражения этих людей от тех лиц, которые сегодня уже подтвержден анализ коронавирусной инфекции или которые могут подтвердиться уже в ближайшее время. Еще раз напомню, что те лица, которые за последние 2 недели пересекли границу Российской Федерации, должны сообщить о своем местонахождении или же медицинским работникам, или же по телефону горячей линии 8 800 114 03, чтобы далее с ними могли уже отрабатывать медицинские работники. Кроме того, глава напомнил, что оснований для паники нет. Ситуация с коронавирусом находится полностью на контроле. Также у
у республики нет оснований объявлять режим чрезвычайной ситуации. Сегодня и заболевшие, и подозреваемые все находятся под чутким наблюдением медицинских работников. Нет волнений и по поводу продовольственных товаров и продуктов первой необходимости. Сейчас идет работа по доставке, договариваются, чтобы медицинские маски в ближайшее время уже приехали в республику Саха-Якутия. Также сейчас идет работа по доставке аппаратов искусственной вентиляции легких. Глава республики напомнил, что из-за ажиотажа сейчас проблема это по всей Российской Федерации. Кроме того, компания ЕТЭК перечисляет 50 миллионов рублей. Эти средства также будут израсходованы и на приобретение дезинфицирующих средств, и на приобретение масок. На этот час у меня такая информация. Передаю слово вам, коллеги. Уля, спасибо. С нетерпением будем ждать от тебя свежей информации. А я напомню, Ульяна Шагина в прямом эфире озвучила последние данные по коронавирусу в Якутии. Как усилились меры в аэропорту Якутска, автобусах и местах массового скопления людей. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Пассажиры рейса Саккырыр-Якутск проходят через зону прилета. Сразу после этого проводится дезинфекция. Если раньше уборка проводилась каждые 3 часа, то теперь ее проводят буквально после каждого рейса. В аэропорту Якутск усилен режим уборки. Увеличена частота санитарной обработки стоек регистрации, касс, зоны досмотра, офисных помещений, телетрапов. Подрядная организация, занимающаяся уборкой в аэропорту, проводит дезинфицирующую уборку после каждого вылета и прилета. Работники аэропорта Якутск проинформированы о мерах профилактики и распространения коронавируса и используют в работе защитные маски и перчатки. По предписанию Роспотребнадзора все водители маршрутных автобусов проводят дезинфекционную уборку. У них также повысилась частота. Еще в начале недели они проводили обработку несколько раз в день. Сейчас она проводится после каждого рейса. После каждого рейса мы обрабатываем поручни, сиденья специальным хлоросодержащим средством. И вечером обязательно полностью полы моем, сиденье, все протираем полностью. Руководство городского маршрута номер 17 заранее закупило специализированное дезинфицирующее средство «Диохлор». На одну уборку требуется 1 таблетка. По их словам, одной упаковки хватает надолго. Предпринимая меры, я считаю, очень даже целесообразным, чтобы не распространял дальше, чтобы пассажиры должны быть все... Не должны беспокоиться, автобусы все дезинфицируются. Профилактические мероприятия в Якутске проводятся в целях централизованной борьбы с возможным распространением коронавируса в рамках комплекса мероприятий по организации безопасного пребывания горожан в местах общего пользования. Юрий Осипов, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Без профосмотров и диспансеризации медицинские учреждения Якутии изменили режим работы. Приостановлен прием и диспансерный медосмотр пациентов. В большинстве случаев врачи посещают больных на дому, рассказывает Сарглана Федорова. Посетители попадают в больницу только после измерения температуры. Если она повышена, то пациента проводят через другой вход. Таким образом осуществляется контроль за недопущением потенциальной инфекции. Упростили и получение больничных и рецептов. Все, кто находится на карантине, могут оформить больничный лист дистанционно, позвонив в колл-центр больницы. Приезжих из разных стран, из-за границы стало много, поэтому их по предписанию с Роспотребнадзором мы контролируем, каждый день наблюдаем на дому. Это тоже очень большая работа для участкового врача. На поздние сроки перенесли профилактические осмотры, диспансеризацию и обследование детей до года. Принимают только повторных больных. Льготникам, которые входят в категорию риска, доставляют лекарства на дом. К работе привлекают студентов-медиков. Студентов у нас целая группа, где-то 30 человек. Пациентов не сосчитать. Проходит очень большое количество народу, поэтому мы помогаем медперсоналу
Врачи рекомендуют консультироваться по интересующим вопросам удаленно, не посещая больницу. В колл-центре Якутской городской больницы номер 3 работают 5 операторов. Количество звонков в день увеличилось до 900, а в клиническом центре Республиканской больницы номер 1 увеличили терапевтическое отделение до 50 коек. Принимают экстренных пациентов по скорой медицинской помощи. Закрыли одно из отделений хирургического профиля. На этой базе открыли терапевтические койки, и на них мы осуществляем прием экстренных пациентов. Если будет необходимость, то, по всей видимости, мы закроем и некоторые другие еще отделения на этот профиль, потому что по прогнозу я уже вижу на сегодняшний день прогноз о том, что поток больных очень большой, и, скорее всего, мы в ближайшее время эти 50 коек уже на эти 50 коек уже лягут пациенты, и нам уже некуда будет госпитализировать. На сегодня все медучреждения региона обеспечены необходимым запасом средств индивидуальной защиты и медикаментов. Врачи рекомендуют не посещать поликлиники без особой необходимости. Саргалана Федорова, Иван Яковлев, Якутск. Также в Якутии учреждения образования закрыты на карантин. Какие меры необходимо соблюдать каждому из нас, узнала Татьяна Вахнина. Каковы симптомы коронавируса и можно ли от него защититься? Как происходит заражение и насколько высока вероятность выздоровления? В последние недели эти вопросы относятся, пожалуй, к наиболее актуальным для алданцев. Абсолютно не опасаюсь. Дело в том, что карантин на ОРВИ уже давно прошел. У нас по коронавирусу пока никаких абсолютно информации официальных не было. Вот. Профилактика, маски, конечно. Медики призывают родителей серьезно отнестись к соблюдению детьми режима. Карантин – не дополнительные каникулы, и от прогулок и походов в гости лучше воздержаться. Взрослым также необходимо соблюдать меры профилактики. Очень большой процент успеха от того, что эта инфекция не примет вид пандемии или эпидемии, зависит от нас, жителей города, района, республики, страны в целом, от того, как мы будем себя вести. Это, во-первых, мы должны соблюдать дисциплину. К первоосновным мерам профилактики относятся соблюдение правил личной гигиены и ношение медицинских масок. К слову, алданцы не склонны недооценивать важность барьерных средств защиты. В городских аптеках приобрести маски порой невозможно. Спрос, как и везде, на них высокий, масок нет в республике. Ни в одной аптеке, как у нас проходит мониторинг, в аптеках нет масок. Республика начала изготовление масок в ателье пошивочных. Вот. У поставщиков также нет масок. Мы заказали, нашли у поставщиков маски несколько выше классом защиты. Маску можно делать самим. В свое время пользовались все марлевыми повязками. Это может в какой-то мере предохранить от заражений или от распространения инфекции. Врачи также подчеркивают, не следует поддаваться панике и верить слухам, порой имеющим место в соцсетях. На данное время в Алданском районе случаев коронавируса не выявлено. Определен круг лиц, которые теоретически могли контактировать с носителями вируса. Граждане, прибывшие из городов, где инфекция зарегистрирована, получили профилактику. У них все взяты биоматериалы на анализы для проведения исследований необходимых. Из 5, которые мы отправили на исследование, вот из этих 5 все результаты отрицательные. Наше здоровье в наших руках, напоминают врачи. Ограничительные меры направлены на минимизацию риска распространения коронавирусной инфекции. Между тем, профилактика заражения есть задача каждого. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Треть российских компаний не вводили никаких предупредительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы HeadHunter. Подробная информация у моей коллеги Нургуяны Ивановой. Нургуяна, приветствую. Что ввели российские компании в борьбе с COVID-19? Сергей, я тебя приветствую. Согласно исследованию, самая распространенная мера среди работодателей в борьбе с этой инфекцией – это закупка дополнительных антисептических средств. Самая непопулярная – это удаленная работа и измерение температуры сотрудников. Отмечу, что опрос проводился с 16 по 19 марта. В нем принял участие 421 представитель российских компаний. В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова.
Правительство ввело трехмесячный мораторий для малого и среднего бизнеса на выплату страховых взносов, а также отсрочку уплаты арендных платежей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Еженедельно по стране будет проводиться мониторинг рынка труда. Минпромторг, Федеральная налоговая служба и Росстат будут следить за ценами в каждом регионе. В первую очередь это коснется продуктов питания, детских товаров, лекарств, медицинских изделий, средств дезинфекции и индивидуальной защиты. Правительство Российской Федерации предлагает выделить свыше 137,5 миллиардов рублей на поддержку индивидуального жилищного строительства до 2024 года. В пояснительной записке к проекту соответствующего постановления названы мероприятия, которые должны помочь развитию ИЖС в России. Среди них, например, увеличение площади земельных участков для ИЖС, обеспечение их необходимой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой, использование типовых проектов индивидуальных жилых домов, стандартизация ипотечного кредитования ИЖС, а также господдержка отдельных категорий граждан. В 2024 году планируется увеличить годовой объем ввода ИЖС до 40 миллионов квадратных метров. Также в проекте постановления отмечается, что контроль за осуществлением индивидуального жилищного строительства должен происходить через единую информационную систему жилищного строительства. 3 торгово-логистических центра планируют построить в этом году в арктических районах Якутии. Развитие сети ТЛЦ в Устьянском, Среднеколымском и Абыйском районах позволит снизить цену продуктов, разрешит вопросы хранения и позволит увеличить объем перевозимых при помощи навигации продуктов. В течение 3 лет планируется построить на территории Якутии 12 торгово-логистических центров. Необходимая на реализацию этих проектов общая сумма составляет около 680 миллионов рублей. Роснедра дополнительно выставит на аукцион 24 новых участка в этом году. Так, на территории Дальневосточного федерального округа будет разыграно 16 объектов, среди которых 15 содержат цветные и драгоценные металлы. Единственным коренным месторождением золота является рудопроявление «Сержант», расположенное на территории Якутии. Прогнозные ресурсы объекта составляют 49 тонн золота. Одно полиметаллическое месторождение будет выставлено в Приморье, 6 золоторассыпных участков на территории Амурской области, 3 рассыпных участка в Бурятии. Еще 2 рассыпных объекта разыграют в Магаданской области и в Чукотском автономном округе. Золотодобывающая компания «Полиметалл» за 20 миллионов долларов США приобрела 9,1% доли в Триарк Майнинг. Предприятию принадлежит лицензия на освоение тамторского редкоземельного месторождения в Якутии. Средства от продажи будут вложены в уставный капитал Триарк и направлены на финансирование развития проекта «Тамтор». В частности, планируется завершить предварительное технико-экономическое обоснование освоения тамторского месторождения и сделать первоначальную оценку рудных запасов и минеральных ресурсов. Напомним, что о своей заинтересованности в проекте «Полиметалл» заявлял еще в августе 2019 года. После завершения оценки запасов Тамтора компания, возможно, увеличит долю участия в проекте. В свою очередь в Триарк Майнинг заявляли, что на сегодняшний день все геологоразведочные работы на месторождении уже завершены. Общий объем инвестиций в освоение Тамтора составит более 55 миллиардов рублей. Нерюнгринская ГРЭС приступила к реконструкции системы оборотного водоснабжения осветленной воды шлака Золотоотвала. На реализацию проекта запланировано направить 78 миллионов рублей. Согласно проектной документации, все работы разделены на несколько этапов – подготовительные, земляные и непосредственно монтаж. Заключительный этап включает в себя врезку в существующие сифонные линии, которые займет всего несколько дней и не повлияет на стабильную работу Нерюнгринской ГРЭС. Помимо этого запланированы электротехнические работы по освещению и подключению электрических антиобледенителей для обеспечения бесперебойной работы в зимнее время незамерзающей майны. Это были все новости экономики к этому часу. Оставайтесь в курсе событий на Якутия-24. Сергей, у меня на этом все. Передаю тебе слово. Нургена, спасибо. Мы переходим к мировым новостям. Из-за сильных дождей в городе Мосул на севере Ирака произошло наводнение. О погибших и пострадавших сообщений нет, рассказывает Артем Сторонов. Город Мосул на севере Ирака оказался под водой после того, как здесь в течение 2 суток шли сильнейшие дожди.
подобных которым, по словам местных жителей, не случалось уже более 10 лет. Затоплены многие улицы и дома, под воду погрузились автомобили. Некоторые местные жители оказались заблокированы в своих жилищах. По их словам, виноваты во всем городские власти, которые не закупили вовремя оборудование для откачки воды. Наша мебель, наша еда, наш холодильник и водораспределитель – все пострадало от наводнения. Городские власти заявили, что ситуация находится под контролем, погибших и пострадавших нет. Сотрудники экстренных служб продолжают убирать мусор, принесенный сюда течением. Посреди бесконечного числа мрачных новостей о распространении COVID-19 есть и позитивные. Из-за отсутствия туристов вода в каналах Венеции вновь стала прозрачной. Подробности у Елены Островской. Неожиданно позитивные новости пришли в разгар пандемии из Венеции. Кристально чистой стала вода в знаменитых каналах одного из красивейших европейских городов. Местный житель Марко Каповилла снял на видео стайки рыб, непринужденно резвящихся в прозрачных волнах. Круизные лайнеры и сотни гондол, обслуживающие туристов, обычно сильно загрязняют воду в Венецианской лагуне. Однако с момента закрытия города на фоне распространения коронавирусной инфекции многомиллионная туристическая индустрия встала. Границы Италии полностью закрыты из-за пандемии. В четвергу в стране выявлено больше 35 тысяч случаев заражения COVID-19. Почти 3000 человек скончались. Из-за пандемии коронавируса по всему миру отменяют массовые мероприятия и концерты, закрываются учебные заведения и театры. Актеры, музыканты и учителя в столь непростое время переходят в интернет. Автор и исполнитель песен Джастин Троуик из города Арлингтон, штат Вирджиния, нашел способ оставаться на связи с поклонниками в условиях пандемии коронавируса. После того, как все его выступления на ближайший месяц были отменены, он начал давать живые концерты в Facebook, используя для этого обычный iPhone. Зрители могут отблагодарить 38-летнего музыканта за его труд добровольными пожертвованиями. Всего за 2 таких выступления Троуику удалось возместить потери от 5 отмененных концертов. Я музыкант, и мой доход целиком и полностью зависит от живых выступлений перед публикой. И когда у меня или у других исполнителей отменяются концерты, это медленно, но верно начинает сказываться на том, сколько у меня остается денег на квартиру, которую я снимаю, на медицинскую страховку, на автомобиль, на бензин, на еду. В других частях мира люди из-за коронавируса вынуждены сидеть дома. Чтобы не терять времени зря, Комаки Ямашита и ее дочь Коноха из Токио решили начать брать уроки танцев онлайн. Традиционное японское искусство Нихон-буйо предполагает непрерывный зрительный контакт с инструктором во время обучения. Поэтому преподаватель танцев Такужиро Ханаяги начал давать уроки через интернет, используя свой планшет. Из-за коронавируса детям запрещено выходить на улицу. Взрослых в Японии, вероятно, тоже скоро попросят оставаться дома. Но культуру нельзя остановить пандемией. Думаю, это возможность поразмышлять над тем, что мы можем сделать в сложившихся обстоятельствах. В Венгрии, где также отменены все массовые мероприятия, группа актеров решила открыть первый карантинный театр. Они поставили постапокалиптический спектакль, который называется «После конца», и транслируют его вживую в интернете с лодки, стоящей у берега Дуная. Это пьеса о том, как буквально за минуту мы можем оказаться в ситуации, о которой раньше и подумать не могли. О том, как мы умеем адаптироваться, приспосабливаться и сохранять здравый смысл. В связи с пандемией потянулись в интернет и многие известные музыканты. Одни скучают по общению со зрителями после отмены концертных туров. Другие хотят по мере возможности подбодрить тех, кто вынужден оставаться дома. Виртуальные выступления устроили в частности такие музыканты, как Крис Мартин из группы Coldplay, британские певцы Гэри Барлоу и Ронан Китинг, а также инди-коллектив из Нью-Йорка AJR. Зал для свадеб в окрестностях Иерусалима предложил молодым парам, которым пришлось отказаться от запланированных торжеств из-за пандемии, устраивать скромные церемонии и транслировать их для родственников. О необычных бракосочетаниях материал наших коллег. Пустой зал вместо сотен гостей. Свадьба в разгар пандемии далека от традиционных представлений о торжестве.
Рони Бен Ари и Йонатан Меошар собирались пожениться неделю назад в присутствии 260 человек. Однако вынуждены были изменить планы буквально накануне церемонии из-за запрета властей на массовые собрания людей. Рони и Йонатан узнали о проекте Итамара Якутиэли. Владелец зала для свадеб в лесном заповеднике Эйн-Хемет, неподалеку от Иерусалима, предложил парам бесплатно устраивать небольшие иудейские церемонии до 10 человек и транслировать их для родственников через мобильное приложение. Немного не так, как мы себе представляли, но мне кажется, идеально. Это особенная и уникальная свадьба, но мы понимаем ситуацию. В среду власти Израиля ограничили движение общественного транспорта и призывали людей не выходить на улицу без крайней необходимости. К четвергу число зараженных в стране приблизилось к 530. Возвращаемся в нашу республику. Обычный вызов такси обернулся для водителя угоном с применением оружия. В Якутске осудили мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения пытался угнать автомобиль, угрожая женщине-водителю газовым пистолетом. Подробности в обзоре чрезвычайных происшествий расскажет Александр Хавренко. Александр, приветствую. Как водителю удалось избежать угона? Приветствую, Сергей. Женщина несколько раз пыталась вернуть в сторону полиции, но злоумышленник все время держал ее на мушке. Лишь подъехав к лежачему полицейскому и вынужденно сбросив скорость, женщина смогла покинуть салон автомобиля и обратиться в полицию. Это обзор чрезвычайных происшествий в студии Александр Хавренко. В Якутске к 4 годам лишения свободы осужден мужчина, совершивший угон автомобиля, угрожая водителю газовым пистолетом. 24 октября 2019 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвал через приложение InDriver автомобиль, водитель которого, увидев, что клиент не трезв, отказался выполнять заказ. Находясь в салоне, мужчина стал угрожать женщине газобаллонным пневматическим пистолетом, требуя доставить его в микрорайон Марха. Водитель, увидев, что пистолет не игрушечный, испугалась за свою жизнь и здоровье и была вынуждена начать движение к указанному пассажирам адресу. По пути следования водитель пытался вызвать по телефону помощь и свернуть в сторону отдела полиции, но осужденный неоднократно наводил пистолет в сторону водителя и требовал ехать дальше. Переезжая по улице Аюнского, элемент принудительного снижения скорости транспортных средств, лежачий полицейский, водителю удалось выбежать из автомобиля и вызвать наряд полиции. Согласившись с представленным государственным обвинителем доказательствами, суд назначил по результатам рассмотрения уголовного дела мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 34-летнего местного жителя в краже и разбое. По той же статье обвиняется и его 41-летний подельник. 10 марта 2019 года обвиняемый в подъезде одного из домов по улице Дзержинского увидел, что из одной квартиры вышел мужчина, а входная дверь квартиры осталась приоткрытой, и решил совершить кражу. Проникнув в квартиру, похитил в прихожей женскую сумочку, внутри которой находился кошелек с денежными средствами в сумме 200 рублей, банковские карты, паспорта гражданина Российской Федерации, ключи, дисконтные карты и другие вещи общей стоимостью 9800 рублей. После этого обвиняемый, вступив в сговор со своим знакомым 14 апреля 2019 года, встретили ранее им незнакомого мужчину и по его приглашению пришли к нему в квартиру, где вместе распивали спиртные напитки. В ходе распития один из обвиняемых повалил хозяина квартиры на пол и стал наносить ему удары, после чего он нанес кухонным ножом не менее 4 ударов в спину. В это время второй обвиняемый похитил рюкзак, куртку, футболку, ручку, консервный нож, банковскую карту и сотовый телефон марки Samsung, принадлежащий хозяину квартиры. Общий ущерб, который нанесли хозяину, 19 600 рублей. Под угрозой насилия потерпевший был вынужден сообщить пин-код от банковской карты и пароль от сотового телефона, после чего обвиняемые покинули квартиру. Оба обвиняемых ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности и вместе отбывали наказание в исправительной колонии. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В Мирном вынесен приговор в отношении бывшего менеджера одного из предприятий района за присвоение денежных средств в крупном размере. Подсудимая, являясь менеджером одного из предприятий, имея доступ к денежным средствам, совершила хищение более 500 тысяч рублей. Женщина заключила от имени предприятия недействительные договоры бытовых подрядов, оформила приходные кассовые ордера на денежные средства получения от граждан в качестве оплаты за предоставляемые услуги, но не сдавала их в кассу и присваивала себе, причинив предприятию ущерб в крупном размере.
Подсудимую вину в совершенном преступлении не признала. При рассмотрении уголовного дела гособвинителям предоставлены суду неопровержимые доказательства ее виновности. По результатам рассмотрения уголовного дела суд назначил подсудимой наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также ей предстоит возместить ущерб в полном размере. В первый отдел столичной полиции обратилась 58-летняя местная жительница с заявлением о пропаже банковской карты и хищении с нее 2900 рублей. Ранее она посещала со своим ребенком кинотеатр. Дочка заявительницы перед просмотром фильма купила еду и забыла банковскую карту на торговой стойке. По горячим следам сотрудники отдела уголовного розыска установили гражданина, причастного к хищению. Подозреваемым оказался 41-летний мужчина. По его словам, он заметил на стойке в кинотеатре забытую карту и забрал ее себе. Затем он обнаружил, что она оснащена функцией бесконтактной оплаты и использовал ее при покупке алкоголя. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». А в дежурную часть полиции по Мирнинскому району с заявлением о краже обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что с ее банковской карты, которую она потеряла, неизвестные похитили 26,5 тысяч рублей. О пропаже карты потерпевший узнал только после того, как на ее телефон пришло сообщение о снятии указанной суммы. В ходе оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказалась 33-летняя женщина. В день происшествия подозреваемая под прилавком магазина нашла конверт с банковской картой и пин-кодом от нее. Однако вместо того, чтобы отыскать владельца или передать находку работникам магазина, женщина решилась на совершение кражи. Она отправилась в банкомат и сняла всю наличность. Похищенные деньги потратила на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На этом наш выпуск подошел к концу. С развитием событий следите в следующих выпусках новостей. Сергей, на этом у меня пока все. Александр, спасибо. А мы продолжаем нашу программу. Из-за угрозы коронавируса все больше компаний отказываются от офисной работы. Тем временем работники ресурсоснабжающих предприятий трудятся еще больше. На якутской птицефабрике находится наш корреспондент Светлана Федорова. Саргы, приветствую. Изменился ли режим работы птицефабрики? Производство здесь не остановилось. Птицефабрика работает в прежнем режиме. Работа здесь начинается с раннего утра. Развернуты 4 цеха. Мы находимся в сортировочном. Здесь яйцо готовится попасть на прилавки. Яйца собирает машина, а работники следят за чистотой и целостностью. На птицефабрике 160 тысяч птиц и в день производят порядка 140 тысяч яиц. Объем не изменился, он остался таким же. И регулярно здесь проводят дезинфекцию, обрабатывают помещения. И о том, как работает птицефабрика во время эпидемиологической ситуации в республике, нам расскажет директор. Добрый день. На сегодня птицефабрика работает в штатном режиме. Как и положено, все санитарные нормы мы соблюдаем. Своя ветеринарная служба наблюдает за соблюдением ветеринарно-санитарных правил. Это независимо от ситуации с коронавирусом. И на сегодня вот мы видим, мы находимся в цехе сортировки яйца. Сотрудники все на месте работают. Идет сортировка яйца в настоящий момент. И мы сегодня отгружаем яйца в свои 25 торговых точек, магазинам города и оптовым покупателям. Кроме того, мы с 2018 года поставляем яйца для детских садов нашего города Якутска. Имеем договора с 60 детскими садами. Детские сады и сейчас получают продукцию. Мы определенно в понедельник и во вторник им отгружаем яйца диетические, мытые специально. У нас у себя мы их моем и поставляем на отдельной машине в детские сада. Кроме того, у нас есть, поскольку птицефабрика полного цикла, мы имеем свой убойный цех. На сегодня у нас запасов мяса 90 тонн в наших рефрижераторах, морозильниках имеется. Вот сегодня буквально последний день забоя по технологической карте одного цеха, и начнется переработка мяса на подразделении. Кроме того, также мы работаем по технологической карте, которую мы утвердили в
конце 2019 года. Соответственно, вот буквально вчера у нас началась переброска птицы молодняка в промышленный цех. И мы ожидаем, что с достижением возраста увеличения нашего производства, и мы ежедневно в городу будем отпускать 20 тысяч яйца, как в постоянном режиме. А таким образом можно сказать, что достаточный запас продовольствия для населения республики есть. И если возникнет необходимость, то птицефабрика готова увеличить производство еще на несколько процентов. Сергей, спасибо. А мы идем далее. В Якутске на многоуровневой стоянке жилищного комплекса «Прометей» прошли плановые пожарно-тактические учения. По легенде, на втором этаже в результате короткого замыкания загорелась одна из машин. Произошло сильное задымление. В это время на 9-м этаже в музее ретротехники оказались заблокированы люди. У участников учений было сразу несколько задач. Это локализация пожара и спасение людей из задымленной зоны. В данных учениях привлекалось всего 16 единиц техники, 56 человек личного состава. В том числе от МЧС 13 единиц техники, 46 личного состава. Также привлекались службы взаимодействия. Это ГИБДД, скорая помощь, газовая служба. Также Дорожный региональный спасательный отряд. А якутские спортсмены стали обладателями 5 медалей на первенстве Дальневосточного федерального округа по пулевой стрельбе. Подробности знает мой коллега Власий Сергеев. Власий, приветствую. В такой дисциплине якутяне добились успеха. Сергей, здравствуй. Якутяне завоевали 5 медалей в стрельбе из 5-зарядного пневматического пистолета. По итогам 2 соревновательных дней в их активе 4 золота, 2 серебра и 2 бронзы. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Якутские спортсмены завоевали 5 медалей во второй соревновательный день первенства Дальнего Востока по пулевой стрельбе. Турнир проходит в Улан-Удэ. Как сообщает «Спорт Якутии», представители сборной республики стали победителями и призерами в стрельбе из 5-зарядного пневматического пистолета. Среди девушек золото завоевала Алина Готовцева. Обладательницей бронзовой награды стала Наина Гоголева. Среди юношей весь пьедестал почета заняли якутяне. Так чемпионом стал Александр Андриенко. Второе место занял Аян Кириллин. На третью ступень пьедесталов зашел Пантелеймон Куприянов. По итогам 2 соревновательных дней в активе сборной Якутии 4 золота, 2 серебра и 2 бронзы. Якутянин Богдан Прокопьев завоевал золотую медаль на чемпионате России по пауэрлифтингу. Об этом сообщает «Спорт Якутии». Турнир, участие в котором принимает более 400 спортсменов из 61 региона страны, проходит в Архангельске. Уроженец Верхневилюйского Улуса Богдан Прокопьев не нашел себе равных в приседании со штангой среди спортсменов весовой категории до 120 килограммов. При этом якутский атлет в третьей попытке установил рекорд России, присев со снарядом весом 335,5 килограммов. По итогам этих соревнований будет сформирована национальная сборная страны для участия на международных стартах. Губернатор Токио Юрике Коике заявила, что не думает об отмене Олимпийских игр 2020 года или проведении соревнований без зрителей, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Накануне Международный олимпийский комитет сообщил, что продолжит готовиться к Олимпиаде согласно плану. Игры должны пройти с 24 июля по 9 августа этого года. Не думаю об отмене Олимпиады или проведении соревнований без зрителей. Мы будем оставаться в тесном контакте с МОК, правительством Японии, по вопросу проведения Олимпийских игр. Борьба с коронавирусом необходима для безопасной и надежной Олимпиады. Сейчас еще не время обсуждать, когда принимать решения по соревнованиям, сказала Коике. Английская футбольная премьер-лига продлила приостановку матчей до 30 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Первоначально чемпионат должен был приостановлен до 3 апреля. В настоящее время из-за распространения коронавируса приостановлены чемпионаты ведущих лиг. Чемпионат Италии до 3 апреля, Германии до 2 апреля, Испании до 5 апреля, чемпионат Франции на неопределенный срок. Чемпионат России остановлен до 10 апреля. Не проводятся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Во вторник Союз европейских футбольных ассоциаций рекомендовал завершить национальные первенства не позднее 30 июня. 3 игрока клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» инфицированы коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба команды. Имена баскетболистов не разглашаются. Напомню, 12 марта руководство НБА объявило о приостановке регулярного чемпионата на неопределенный срок после подтверждения информации о том, что один из игроков инфицирован коронавирусом. Им оказался баскетболист Юты Джаз Руди Гобер. Позднее заражение было подтверждено у его одноклубника Донована Митчелла, а также у баскетболиста Детройта Кристиана Вуда и 4 игроков Бруклина
среди которых значится Кевин Дюрант. Таким образом, на сегодняшний день в НБА зафиксировано 8 случаев заражения коронавирусом. Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 в Монако не будет проведен в 2020 году из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. Ранее Международная автомобильная федерация сообщила о том, что Гран-при Монако наряду с этапами в Нидерландах и Испании лишь отложен на неопределенный срок. Таким образом, Монако впервые с 1954 года не примет гонку Формулы-1. Напомню, Гран-при Монако – это один из самых престижных этапов в автоспорте. Рекордсменом по количеству побед является бразилец Айртон Сенна, в активе которого 6 триумфов на этом этапе. Среди действующих пилотов лучше остальных в Монако выступает британец Льюис Хэмилтон. У него 3 победы. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта. Сергей, тебе слово. Власий, спасибо за информацию. И в завершении коротко о среднесуточной погоде в крупных городах нашей республики. И в Алдане днем возможен небольшой снег, температура воздуха минус 6 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Ленске переменная облачность минус 6 градусов. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. Чуть холоднее, но в целом также тепло в алмазной столице. Термометры показывают 8 градусов ниже нуля. В течение дня потепление до минус 5. Ветер сильный, юго-западный 6 метров в секунду. А в столице Южной Якутии, Нерюнгри, минус 4 градуса по Цельсию. Переменная облачность, северо-западный ветер 4 метра в секунду. Днем потеплеет до минус 5 градусов. Атмосферное давление 688 миллиметров ртутного столба. И в Якутске минус 4 градуса, солнечно, ветер юго-западный 4 метра в секунду. Давление 740 миллиметров ртутного столба. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на Якутии 24.